В рамках повестки в правительстве сегодня рассматривают 5 ключевых вопросов. Еженедельное совещание Кабинета министров под председательством премьер-министра Владимира Сластенина открывается с кадровых изменений. Подписан указ о постоянном представителе Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации. Назначен Мальцагова Магомеда Ибрагимовича постоянным представителем республики с 5 марта. То есть наш руководитель ТУР переходит в Москву руководить постпредством. Поэтому прошу продолжить эту работу. Первый вопрос повестки еженедельного совещания – реализация национальных проектов и федеральных программ. На сегодняшний день объем финансовых средств, направленных на эти цели, составляет более 4 миллиардов рублей. Контракты подписаны на сумму около 500 миллионов рублей. От общего объема на 2025 год кассовое исполнение составляет около 310 миллионов. Кассовое исполнение у нас открыли 4 министерства. Это Минстрой, Минтруда, Минавтодор и Минобр. Пока кассовое исполнение идет только по этим министерствам. Далее участники совещания обсудили вопрос об обеспечении жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется предоставление жилых помещений либо выплаты 24 гражданам. Сунжи 5 человек, Сунжский район 3 человека, Карбулак 3 человека, Назрань 3 человека, Назрановский район 7 человек, Малгулей 1, Малгобекский район 1 и Магаз 1 человек. Из данного списка 5 человек подали заявление о предоставлении выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения, собственности, или для полного погашения кредита, занят по договору. На эти цели выделено более 44 миллионов рублей. С этого года, по словам министра строительства региона Мусы Илиева, у получателя есть право либо приобрести готовое жилье, либо получить жилищный сертификат. Так как ведением учета и первого списка, и второго занимается Минобр, мы ждем информацию, как только определится, кому предоставить сертификат, вернее, сколько необходимо приобрести квартиры, мы будем заниматься этой работой. В данном случае списка будет два в Ингушетии. В одном списке люди, которые хотят получить сертификат, во втором люди, которые хотят получить квартиру. Еще один вопрос повестки – необходимость проведения мероприятий по водоснабжению района Новостроек в Троицкое. За прошедшие 2 года за счет средств местного бюджета в сельском поселении проложили более 9 тысяч метров нового водопровода. Учитывая, что в данном районе еще расположена воинская часть, я обращался к вам о выделении средств на прокладку магистрального водопровода около 2 километров, 140-159 километров. Для этого нам необходимо выделение средств 11 миллионов 500 тысяч рублей. И сегодня, зная значимость, пока не наступили теплые период времени, мы бы хотели при возможности получить эти средства, провести конкурс и начать эту работу, закончить до начала лета. Также в рамках совещания участники обсудили отбор граждан на военную службу по контракту и подготовку к весенней призывной кампании. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.